Шамлар, добрый вечер. Мы с Салям на алейкум. АТР. Осман Пашаев в студии. Меня Джипар. Наш сегодняшний гость, журналист и политолог Владимир Притула, который поговорит с нами о выборах. Хош келдіңіз. Да, ну и если можно, я задам первый вопрос. Победа партии регионов в Крыму почти что такая полная победа. Это админресурс, либо реальная поддержка населения? Ну, я бы, во-первых, не говорил о полной победе. Ну, там я думал, 9 из я бы 10. говорил Владимир, об смотрите, относительной... 52% проголосовавших в Крыму проголосовали за регионы. И в списке успехов регионалов в личном зачете, да, у них Донецкая, Луганская область, и на третьем месте поддержка в Крыму. Согласен, но Крым — это базовый регион партии регионов. И те задачи, которые ставились руководству партийной организации в Крыму, они не выполнены очень серьезно. А какие ставились задачи? Я думаю, что будут серьезные выводы по этому поводу. А что не выполнено? Какие задачи? Во всяком случае, насколько я знаю, ставилась задача не менее 60% поддержки и даже больше, при явке 60%. Явку мы имеем меньше 50%. Совершенно все плохо с явкой, то есть потери по сравнению... Нынешний премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, например, сравнивает с местными выборами. Он говорит, с местными выборами это успех. Я бы не сравнивал бы, потому что это совсем другой масштаб, другие цели ставились и так далее. Нужно сравнивать с предыдущими парламентскими выборами 2007 года. Потери 8% это относительные, а реальные это более 100 тысяч. Потери это очень серьезные потери. Вы анализировали, формально... кому ушли голоса этих 100 тысяч крымчан? Во многом они никому не ушли. Крымчане разочаровались во власти. Ну как же, вы смотрите, суммарный результат, относительный результат удара и Батькивщины в Крыму 20%. По-моему, такого еще не было. Скажем, про демократические силы еще не имели, да, вот как бы в Крыму. Поскольку и Батькивщина имидж имеет определенный, и из удара сделали тоже оранжевый проект, поэтому суммарно вот эти два оранжевых проекта получили более 20. Это самый высокий процент поддержки за всю историю политической последние десятилетия, ну как минимум. Поэтому, конечно, это тоже, с одной стороны, это поражение, что такое 20% по сравнению с 52, но с другой стороны, это успех в определенной мере. Поэтому задачи для партии регионов ставились одни, достигнуты другие. Мы знаем, что многие отдельные социологи, в том числе и здесь в ваших студиях АТР, политологи отдавали оппозиции 3-5%. 13% в условиях серьезного давления, сильнейшего давления и в условиях трения внутри самой этой оппозиции между Меджлисом, между Батькивщиной. То есть 13%, вот эти 13%, вы сколько голосов дал? Вот крымско-татарские голоса? Я думаю, что крымско-татарские голоса здесь большая часть в любом случае. Насколько больше там? Это сложно сказать. А может, удару достались крымско-татарские голоса? Нет, удар тоже, конечно, получил крымско-татарские голоса. Я думаю, что такой монополии, то есть только Батькивщине, конечно, нет, хотя многие люди прислушивались к призыву Меджлиса. С другой стороны, Меджлис, мы знаем, не сильно активно работал на выборах, помогал и так далее. Как вы думаете? Я думаю, что это в связи с взаимоотношениями внутри оппозиции, с крымским... В связи с тем, что Мустафа Джемилев имел гарантированно проходное место там, Чубаров, что бы ни сделали, уже не проходил. А вообще были у крымских татар шансы пройти по мажоритарке? Ну, я думаю, что шансов при нынешней политической системе, при нынешней избирательной системе практически нет. Ну, шанс был, но практически нет. Из 10 округов 9 это партия регионов. Складывается такое впечатление, что хоть черта лысого ставь, он тоже пройдет. Ну, здесь не только связано с тем, что партия регионов очень жестко действовала. Давайте пройдемся по округам. Начнем. Открываем первый, да, где достаточно с невысоким процентом, 38% получил от ЗОС для того, чтобы выиграть. Ну, это Симферополь. Это Симферополь специфический. И относительно низкий результат для второго серебряного призера этой гонки, Грача Леонида Ивановича. А Грач местный, симферопольский, почему все-таки... у Грач в определенной мере имидж неудачника. То есть он проиграл последние свои бои, за последние 10 лет он проиграл все свои бои, скажем так. И, то есть это уже уходящий политик. При том, что коммунисты получили достаточно много, там 19%, для
для Крыма. С другой стороны, Но с им Грачем бы они получили, наверное, больше, да? им позволили эти цифры получить. Может быть, даже и нарисовали. А может быть, просто позволили в том, что Калетник там имел возможность и финансы привлекать, их главный спонсор, и позволили то, что их не оказывали давление и так далее. Грач в определенной мере это лицо какое-то символическое для Крыма, но все-таки это уже политик уходящий. Почему позволили все-таки Миримскому? Давайте это уже раскроем. Или Ой, раскрывалась эта здесь тема? много разных предположений, и все-таки Он одиночка, либо всё-таки- я думаю, что он сам это все сделал, свою победу. А с кем он Во-первых, договорился много- о снятии Баталина? Во-первых, Или со самим Баталиным? он много работал и до этого. То, что он Не, 3 он раза много И избирался... работал. заслужил, что Баталин Да. ушел? Мы знаем, он в 94-м избрался, в 98-м, в Да. 2002-м он трижды Да. депутат То, что- Верховной Рады. И он работал с этим округом фактически, когда он оставался депутатом Крымского парламента. То, что у него связи в Киеве есть, я не исключаю, что он использовал все свои связи, возможности через Деркачей, через Клюева. Я думаю, что вполне возможно это тоже сыграло. Я думаю, что он имел контакты и с самим Баталиным. Я думаю, что Баталин от этого тоже как что-то получил, какую-то компенсацию. Я допускаю это. К сожалению, никаких достоверных данных. Кому теперь может примкнуть Миримский в будущем парламенте? Насколько я знаю, Никогда оппозиционером он не был. я с ним общался, это такое, скажем так, тайна, но поскольку он уже об этом говорит, он, наверное, все-таки вступит в большинство парламентское, но они создадут там свою группу таких же мажоритарщиков, которые будут сами со своими карточками голосовать, но каждый То есть свой они голос... не будут сдавать Я ее, думаю, да? что не будут, но каждый свой голос они постараются дорого продать. И каждый раз Большинство. будет дорого продавать. Я думаю, что да. Я думаю, что от этого крымчане, симферопольцы только выиграют. А То есть- экономически теперь он отмотает ситуацию назад по Крыму? То, что у него здесь по Симферополю начали отбирать там переходы, там то, еще что- какие-то моменты. У то, него что- теперь мандат, Туалеты. туалеты, да. Вот. Я думаю, что он будет пытаться это сделать, и поскольку у него все-таки в Киеве связи есть, он сам говорил, что говорит, то, что я могу договориться в Киеве, я здесь я не могу договориться, в Киеве договаривается, и все, и вопросы решаются. Я думаю, что он там сможет со своим мандатом гораздо больше возможностей у него договариваться. Следующие два округа, которые меня интересуют, ваша оценка, Владимир. 3 и 6. Это, по-моему, две дамы, парашютистки называемые, да? Нитецкая и Левочкина. Вот с какого... Не, ну там они, конечно, туда вложены были страшные ресурсы бюджетные. Это в первую говорит о том, очередь. что в Крым можно прислать кого угодно от регионов, и он Ну, победит. видите, видимо, все-таки можно. Видимо, все-таки вот в тех округах вот это срабатывает. Ну, что такое Феодосия? Депрессивный город, остановлены предприятия. То есть, естественно, что люди ждут какого-то чуда. И это чудо человек с Везде. фамилией Левочкина может сделать. То же самое и в Джанкое, и в окрестных селах убитое сельское хозяйство. Я думаю, что там тоже, а с учетом административного ресурса, это, конечно, все это дало вместе. То есть это в По комплексе... этому округу еще и баллотировалась Богатырло. именно По тоже которому? Крымская. По третьему, Да, имеется, да, потому что... Джанкойский район. Да. Какие ее шансы были? Или это хороший результат, третье Нет, место? у нее шансов, конечно, не очень много, но Но ее результат это первые выборы, 9 третий, она 9%. достаточно молодой политик, и 9% это действительно хороший результат. Ну да, она обогнала коммунистов. Это в Джанкое. Да, в Джанкое. И, ну, как бы, да, третье место. Я еще раз хочу сказать, что у крымских татар в мажоритарных округах шансов практически нет. То есть это опять же вот эти результаты показывают, что это еще раз повод говорить о том, что Украина, украинское правительство, которое взяло на себя определенные обязательства перед международными организациями, перед Советом Европы и так далее, то есть она обязана предусмотреть законодательные возможности быть представленным не только крымским татарам, но и другим этническим меньшинствам в общенациональном парламенте. Есть много механизмов. Квотирование, как в Румынии, например, снижение пропорционально вот этого порога до низкой какой-то специально для национальных меньшинств, либо еще какие-то Ну, есть много механизмы. методов. Вот, например, во Франции есть так понятие двухмандатных округов, когда от одного округа избирается не только получивший большинство, но и второй за ним, который там получил, например, условно говоря, не менее 20%. Да, то есть Таким какие-то образом механизмы учитывается мнение да. меньшинства, которое достаточно велико в этом же округе. Да, Да, то есть таких механизмов достаточно много. И
И к этому нужно возвращаться и нужно обсуждать. И я сегодня вот разговаривал, кстати, с Рифатом Чубаровым, у него брал комментарий по этому поводу, и он сказал, что этот вопрос об участии крымских татар в общенациональном парламенте и об соуправлении крымских татар в Крымом, эти два вопроса будут ставить на международном форуме, который вот планируется в следующем году или через год, но который обязательно пройдет. И это очень важно для Украины, особенно сейчас. Ну, если так отвлечься от выборов, рычаги влияния, да? То есть это только площадка международных инстанций каких-то? Пока да. Пока да. Реально Но с другой договоренности стороны, с властью, да. с Но с другой украинскими? стороны, да. Сейчас мы видим, что да. Сейчас только международные институции могут повлиять на позицию Украины, на политическую волю руководства в этом вопросе. А могут ли Но повлиять? ситуация, Вы сами я думаю, верите в это? я думаю, что могут. Я думаю, что достаточно много механизмов. Это сложно. Определенная ситуация может сложиться и смогут повлиять. Но и политическая ситуация поменяется. Может быть, и изнутри мы сможем. Мне кажется, вот когда мы уходим на общеполитологические темы, это становится нашему зрителю просто неинтересно. Давайте о персонах. Говорит то, что близко. Вот перейдем к 8-му округу. Округ Бориса Давидовича Дейча, который и относительно, по относительным, по абсолютным голосам получил наибольшее количество, наибольшую поддержку, 62%, 46 тысяч избирателей. И второе место в этом округе занял Бариев Искендер, да, то есть с 15%. Причем в этом же округе неплохой результат у Удара 4%, да? Еще был один крымский татарин Нимтулаев Эдем с 2%. То есть, в принципе, 15% это великолепный результат. Я тоже считаю, для меня о чем это это говорит? И при том, что он не поддерживаем был ни оппозицией, особенно ни Меджлисом. О чем говорит это? В этой ситуации я больше отнес бы просто к потенциалу самого Бариева как политика, молодого политика, который учится. Он несколько раз пытался. Это его самый удачный такой попытка. То есть он использовал весь опыт свой. Он много работал в округе, он ездил, он тысячи людей встретился, он встречался, он от дома к дому приходил. Поэтому это показало как раз, как нужно работать. 15% в этом округе это действительно очень хороший. И, возможно, это не только крымско-татарские голоса. Конечно, я думаю, что это абсолютно не только крымско-татарские, потому что мы знаем, что многие крымские татары поддерживали Дейча. То есть Борис Давидович особенно мудрый политик, наверное, да. очень известный, поэтому это тот политик, который, никаких возражений ни у кого не возникает против него. Заведомо знаю, что он не пройдет по этому округу, это была разминка своего рода. Я думаю, что для него это определенная школа была. И с другой стороны, то есть это показало, что у него есть хороший потенциал, и этот потенциал нужно использовать как в Меджлисе, так и не только в Меджлисе, а политическими силами, с которыми сотрудничает Бариев. То есть его можно использовать в будущем. Но куда использовать это достаточно хороший результат для разминки? На местные выборы или на вхождение? Следующие у нас выборы будут президентские, поэтому не используешь. Я думаю, что и на местных выборах Бариев мог бы показать себя 3 года, и это не так быстро, не так долго это время пройдет, и сейчас ему уже нужно готовиться к этим выборам. Это хорошая школа, которую он прошел. При том, что между Батькивщиной и партией регионов почти 5% разрыв. Но вот я сейчас смотрел последние данные на сайте ЦВК, Батькивщина преодолела во всех регионах Украины так называемый 5% барьер. Да? То есть достаточно это прохождение от Донецкой области до какой там Львовской. Да, это очень серьезный показатель, как общенациональной силы. Как общенациональной силы. Регионы не прошли во Львовской области. Это 5% барьер. Это тоже у них достаточно жесткий график получается, да, очень высокий в своих базовых регионах и низковатый. О чем это говорит? О том, что Батькивщина опять после падения начала выравниваться? С одной стороны, да. С одной стороны, да. С другой стороны, это опять мы смотрим и видим, что партия регионов, если мы не смотрим по общенациональному только округу, не по мажоритарным, партия регионов опять становится Донецкой партией, Донбасской партией. Это Луганск и Донецк. Даже в Крыму мы видим отток голосов. Отток везде произошел. Нет, мы видим... вообще удивительный регион по такому юго-восточному округу, как Николаевская область, где из 6 округов в 2 фактически победили оппозиционеры. Да. В Херсонской области на пятки регионалам наступают не только бьют Батькивщина, но и коммунисты. В Одесской
области очень много голосов потеряла партия регионов. Поэтому для партии регионов это сейчас определенный сигнал. С другой стороны, мы Сигнал видим перед уже... президентскими выборами? И перед президентскими, и то, что нужно что-то менять украинский народ даже на Востоке не воспринимает вот такую политику. То есть воспринимает не очень хорошо, не так, как Какую как политику? ожидали. Что Политику не очень жесткую, политику авторитарную, политику игнорирования интересов многих людей, многих не только там западенцев, но многих людей, многих социальных групп. Это не воспринимается. То есть мы увидели, получив всю полноту власти, да, на выборах регионы, как в России, не получилось брать там 50%, 60%, когда пик был, да, у путинской Да. Единой России. То есть сейчас пик, получается, регионов пройден в 2006-2007 годах. И сейчас мы наблюдаем теперь медленное падение, или все-таки временное падение, и админресурсом можно будет опять все Нет, привести? я не думаю, что админресурс сильно поможет. Как раз показало, что не админресурс, вот эти выборы, не большие деньги, особенно на примере Киева и других вот регионов, не так много могут сделать. И поэтому, если люди не хотят, то они будут голосовать против. Для партии регионов, как партии власти, это важный сигнал, и важно, чтобы они это услышали. Пока мы видим, что, вот, например, заявление Азарова о том, что он готов протянуть руку всем политическим силам и сотрудничать, то есть мы уже видим какие-то определенные, что они выводы делают. С другой стороны, мы понимаем, что без решение главного вопроса освобождения тех людей, которых считают политзаключенными, лидеров оппозиции, то есть никакого диалога не будет. Поэтому либо придется освобождать Юлию Тимошенко. Пойдут они на это? Ну, я думаю, что они вынуждены. И либо это будет серьезнейшее обострение перед выборами президентскими в условиях глобального экономического кризиса, который в следующем году Украину очень сильно затронет. А вот еще такая фейсбуковская шутка. Мне интересно, как ответили вы на нее серьезно. А кто первым поломает руку Чечетову, Свобода или Кличко? Нет, ну на самом деле действительно многие голосовали за свободу только в надежде, что я вот со многими общался, говорили, не поддерживаем взгляды свободы, не отрицаем там экстремизм политический, но с удовольствием посмотрели бы, как кто-то набьет лицо. То есть интерес Украины к радикальным силам, он не так и высок, да? То есть это, получается, как объяснить такой высокий процент Я бы не свободы? сказал, что, во-первых, свобода такой высокий процент. С другой стороны, свобода, мне кажется, у нее слишком имидж слишком радикальный. На самом деле, это не такая уж радикальная политическая сила, как можно было бы ожидать. С другой стороны, ну, у общества есть спрос на то, чтобы по-украински реальную відсіч тем, кто вот так вот издевается над значительной частью населения Украины. Поэтому, конечно, многие хотели бы, чтобы кто-то набил морду там Чечетову или Табачнику, грубо говоря. Вот. И многие из-за этого только голосовали. Вот. На самом деле, мне кажется, что там серьезного такого... Не только проблема Чечетова и Табачника. Вот такие моменты, как были Харьковские соглашения или закон о языках, да, там против целой фракции регионов, таких как Эльбрус Тедеев, не попрешь. Да? Такие интеллигенты, как Алес Дани, попадают в реанимацию в этом случае. Да, в этой ситуации, я думаю, этой что ситуации достаточно у демократов сегодня много, появился Кличко. Мне трудно себе представить любого из 188 членов партии регионов, который рискнет близко подойти к лидеру будущей фракции «Удар». Я согласен, да? Хотя я не думаю, что Кличко будет сильно распускать руки. Наверное, и не нужно будет их распускать, по-моему. Ну да, может быть, только его присутствие уже успокоит отдельных людей. Да. Здесь шанс для украинского парламента, с другой стороны, действительно немножко уйти от этой традиции нехорошей, которая последний год-два появилась, от этих драк. И с другой стороны, действительно, есть шанс, что не будет. То есть мы в этой системе получили балансы, да, в виде Кличко и есть шанс, Свободы. Баланс, что баланс такой будет. Против бандитского лома одних донецких, да? Найдется кулак. Да, то я думаю, что Почему провалилась Украина вперед? Ну, сразу видно было, что это технологический проект. У них в Крыму была своя местная организация? Я даже не знаю. Мне интересно, никто из журналистов не сделал сюжет, где республиканская организация Украины вперед. Ну, это такое что-то виртуальное. Это, знаешь, вот как был какой-то Хорошковский проект, который несколько лет назад делал тоже, как это он... Команда «Зимой поколения»? Да, «Зимой поколения». Назад было несколько лет. Ровно 10 лет. Да. То есть мы... Но она тогда, мне кажется, если бы сейчас «Зимой поколения» сделали бы, оно могло бы получить больше. Почему? Мне кажется, тогда просто общество было не готово
такому варианту, хотя это тоже был технологический, такой Володя, виртуальный. тогда хотя бы озимые получили, по-моему, около 3% при 4% барьере они не прошли, а сейчас... Не, мне меньше, кажется, они тогда было 3%. Тогда был 4%. 4%, 3% у нас был один да. раз Здесь, в этой ситуации, мне кажется, всем настолько явно было что-то технологический такой это понятно, виртуальный зачем? То есть они проект. вложили огромные деньги. А с другой стороны, то есть на это уже не сколько должны были, мне кажется, даже не удалось. Ну, уже не покупаются люди. Уже вот проект озимого поколения показал, что сложно купить на это. С другой стороны, то есть он создавался для чего? Чтобы забрать голоса у оппозиции. Ну, забрать у Батькивщины. проект А такой. потом получилось так, что он начинал забирать голоса у тех жителей Донбасса, которые не хотели уже за регионы голосовать. Поэтому просто им уже и не дали. Меня интересует еще один вопрос. Вот когда в Украине в первый раз попробовали голосовать в многомандатном округе, это был 98 год, тогда тоже начали с 50% по мажоритарным округам, да, 50%. Первый раз мы избирали по пропорциональным спискам. И тогда прошло в парламент 4% барьер, преодолели очень большое количество, по-моему, 11 или 12 партий. Тогда и зеленые прошли, и социал-демократы, и громада. Там только коммунисты получили 24, все остальные, начиная от Руха, да, меньше 9. Но барьер 4% преодолели много партий. И в результате парламентские партии, прошедшие барьер, они получили в общей сложности голоса 65% избирателей. В этот раз мы видим, что при более высоком проходном барьере 5%, во-первых, ни одна партия не получила меньше 10%, да, то есть как бы проходные партии получили очень высокие результаты, поэтому кричать о том, что барьер кому-то помешал, нельзя, да, то есть как бы не прошедшие не прошли даже 3%, самый низкий в истории Украины, а прошедшие преодолели 10%. Фактически сейчас учтены голоса 92% избирателей. О чем это говорит? О том, что общество созрело голосовать за идеологии, и оно... Я думаю, что здесь что-то другое. Или это мобилизация сил... Здесь все есть, но мне кажется, здесь не так много идеологических партий на самом деле. Даже коммунисты уже и то в меньшей мере воспринимаются как идеологическое, как бизнес-проект многими. Я думаю, что здесь просто идет структуризация общества, и все понимают, что... То есть развивается партийная система, многопартийная. Тогда это было 10 лет назад, это только начало фактически. То есть сейчас это естественный процесс, люди определяются, уже не покупаются на красивые названия, на красивые обертки, уже они знают, за что они, как и что будет и так далее, с одной стороны. С другой стороны, партийное строительство идет, и партийные структуры построены, они уже работают очень эффективно. Мы сейчас видим фактически только один новый проект, который это партия «Удар», который, реально новый, как общеукраинская, но он соответствует запросам общества украинского на третью, на какую-то силу, более перспективную. Мне кажется, на самом деле «Удар» самая перспективная политическая сила. Она хорошо воспринимается во многих регионах по всей Украине, она хорошо воспринимается во многих странах. И поэтому, например, он гораздо перспективнее, чем «Свобода». А с точки зрения президентских выборов, могут ли они претендовать на то, что лидер их партии? Во многом зависит сейчас от развития нынешний год-два, как будет себя вести «Удар», как будет вести себя Кличко. Кличко как политик перспективный, да, вот этот имидж боксера, и многие пытаются эксплуатировать, что вот боксеры не могут быть хорошими политиками, чисто физиологически, потому что его много разбили. Поэтому я думаю, что если он сейчас покажет в течение года, как перспективный хороший политик, то у него будут хорошие шансы. О президентских выборах говорить еще очень рано. Почему рано? Как раз-таки, наверное, уже надо начинать говорить о многие президентских начинают, выборах. я думаю, что многие начинают думать, и я думаю, что у нынешней власти, у партии региона есть один шанс, если они поставят, например, на кого-то из молодых, на Тигибко или на кого-то, но не на старую гвардию. Не на нынешнего президента. Подождите, это Виктор Федорович, значит, для этого всех друзей своего старшего сына назначил на главные должности в стране, для того, чтобы отдать это Тигибко через 2 года? Нет, конечно, он не для этого, он как раз для этого и назначил, чтобы не отдать ни Тигибко, ни Клюеву, ни еще кого-нибудь. Как
если президент посадит в следующем году нескольких олигархов, как Путин посадил в России, А кого? Давайте вот подумаем, ну, кого из олигархов? вот здесь я бы не гадал бы. Ну, Не, но ему все равно, то есть если он хочет стать президентом, то ему нужно кого-то посадить. Ахметова или, я не знаю, там Фирташа или еще кого-нибудь. То есть нужно, потому что иначе он не будет президентом. Его А что просто не даст ему выдвинут. посадка кого-то из олигархов? Что даст посадка кого-то из олигархов? Вот он, тогда у него есть шанс у президента баллотироваться второй раз и что-то там где-то. Вот, Почему? Что дает посадка? Это имидж в глазах во-первых, людей, что... во-первых, да, во-первых, имидж. Развязываются руки? А во-вторых, ну, Подождите, реально, что такое партия регионов? Подождите, вы три предлагаете группы. смотреть на модель российскую, да, но на самом деле получится модель молдавская, где сын Воронина стал также, по-моему, миллионером или, ну, чуть ли не миллиардером, да, за годы правления коммунистов. В Молдове это только разрушило, ну, как бы, все, ничего не получилось. Посади там он всех олигархов в Молдове, которые могли бы быть. По-моему, это не путь. Если кого-то тронет Виктор Федорович, это будет началом его быстрого конца. Я согласен. А если не тронет медленного? Я согласен. Но давайте исходить вот тут вопрос, что лучше, медленно из логики президента. То есть в этой ситуации, почему он назначает сына и друзей сына на должности, вернее, друзей сына на такие должности? Потому что ему нужно на что-то, на кого-то опираться во время следующей избирательной кампании. То есть я думаю, что он уже не может в такой мере доверять и группе Ахметова, и группе Фирташа. В этой ситуации, чтобы этим двум группам сохраниться, им нужно выбрать, выдвигать кого-то из своих. Это может быть любой, в том числе это компромиссная фигура, это может быть Тегибко, это может любая другая фигура, это может быть Иван Иванович Иванов, который нарисует сейчас и воспитает за эти 2 года, сделает из него какого-то молодого лидера. А кем может быть Янукович? Но президент, если он хочет дальше идти на второй срок, то ему нужно разобраться вот с этими 2 группами, им нужно убрать. Каким образом? Не обязательно буквально посадить в тюрьму, нет. Но их нужно убрать каким-то образом. Вот как он эту задачу решит, я не знаю на самом деле. А если говоря об оппозиции, вот 3 лидера, каждый может говорить о том, что то есть, Яценюк может сказать в отсутствие Юлии, у нас больше всего голосов, я молодой, красивый, да, ну не знаю, красивый. Удар скажет, мы с первого раза 15%, и в персональном рейтинге лидеров, наверное, он обойдет Яценюка, да, в каком-то персональном зачете. Ну, а у Тягнебока, наверное, амбиции сейчас огромны. Он видел, что с 1% он быстро пришел к 3, а с 3 до 10 и попал в парламент. И, возможно, он рассчитывает, что даже без Андрея Петровича Клюева ему удастся дальше расти. Нет, я не как думаю, они что... будут поступать в этом случае? Чьи амбиции должны быть умеренны? И кто адекватный ответ в 2015 году от оппозиционных сил? Я думаю, очень далеко еще до 2015 года, и все может поменяться. И среди оппозиционеров вырастут новые лидеры. Сейчас мы увидим, как начнется... На президентский пост? Да, сейчас мы посмотрим, что будет в парламенте, каким образом будет. Вот мы посмотрим, как будет парламент работать. Откуда за 2 года может вырасти президент на президентское кресло? Ну, во-первых, как минимум, скажем так, что первая задача, которую будут ставить сейчас, как минимум часть оппозиционеров, то есть обязаны они это сделать, обязаны. Я не знаю, как успешно, но они должны добиваться освобождения Юлии Тимошенко. То есть, если Юлия Тимошенко выходит, если идет на компромисс с оппозицией власть, это тоже добавляет серьезной интриги. То есть, естественно, Юлия Владимировна захочет... А мы не доросли уже до той ситуации, например, как в Германии, искать в президента не самого харизматичного, не самого хозяйственника, а самого просто, ну, как бы совесть нации, да? Вот как там бывший священник Гаук, да, который очень популярен. Ну, там ту же Лину Костенко, в конце концов, не в качестве шутки Юлии Владимировны, да, а в качестве реального вот кандидата. И она, мне кажется, это тот человек, который там при определенной поддержке президент с таким объемом полномочий, который сейчас имеет, то есть, естественно, что не получится. Здесь может стать самый жесткий, самый тот, кто. Вот. Поэтому я сразу хочу сказать, что на самом деле, если Юлия Владимировна выйдет из тюрьмы, это добавит интриги, это добавит проблем в
оппозиционном позиции. лагере, да. То есть будет уже и она, Мы же понимаем, и для Яценюк, нашего и общества, Кличко. на самом деле, мы же понимаем, что Юлия Владимировна тоже далеко не демократ, да? Она, неправильно то, что она сидит, но для нас, для всех, наверное, лучший вариант, если бы ее в Шарите забрали бы в Германию, и она бы там лечилась на воле до конца своих дней. Я думаю, что да, это как лучший бы. вариант и для всей президента Украины. было бы. И для Потому президента что вот тут и он, над ним вот этот топор бы не висел постоянно. То есть он только и ждет, что... Вы что думаете, что Юлия Владимировна простит его? Нет, никто так не думает, наверное. Поэтому, естественно, нужно искать какой-то компромисс. И выход такой, чтобы не объявляли международный розыск экс-президента. То, что уже говорит Клинтон, Евросоюз, там, ОБСЕ, да, ОБСЕ. это о чем говорит? О том, что будут жесткие заявления приняты после этих выборов. В любом случае, при любом подсчете уже. Нет, я не думаю. Я думаю, что вот эти заявления... Шаг это... назад уже сказано. Всеми сказано шаг назад. Вот в унисон. Да. ОБСЕ, а это будет позиция Евросоюза, да, и США сказали шаг назад. Важно не столько сама оценка выборов, честно, нечестно, плохие и так далее. Важно признание легитимности этих выборов. То есть можно сказать, что они были плохие, нечестные, шаг назад и так далее. Но легитимные. Тем не менее, что ж, в условиях таких, так и так далее. Вот. То есть для украинской власти это был бы, конечно, самый лучший вариант, потому что дает шансы. Еще раз говорю, над нами, над Украиной, над украинской экономикой висит громадный вот такой топор следующего года, выплаты долга, экономический кризис, который в мире углубляется. И для Украины это, мы только вступаем в этот кризис на самом деле. Поэтому, естественно, очень важна международная помощь в этом плане. А Чтобы мы не оказались в России изоляции. вдруг нам не поможет в этой ситуации? Я думаю, что абсолютно не поможет, потому что если кризис будет углубляться, то и ударит и по России. У России не будет лишних денег кому-то помогать сильно. И никогда... Как показывает пример самоинтегрированной Беларуси, Абсолютно ничего не никак не спасло это девальвацию валюты в прошлом году. Да, Конечно, в и кризис. угроза дефолта в Беларуси, угроза разрушения экономики остается очень высокой. Поэтому для украинской власти очень важно, чтобы мы не оказались в изоляции. То, что говорят сейчас западные партнеры наши, они просто сигналы посылают. То есть, чтобы власть действовала адекватно волеизъявлению народа. По-моему, это классическая ситуация, когда нам посылают сигналы, а мы в который раз не прислушиваемся к ним. Ну вот есть шанс большой, что не прислушаемся в очередной раз, но все-таки я вижу, что выход в этом прислушаться, отпустить политзаключенных, сформировать нормальный парламент, руководство парламента, которое отражает все точки зрения, все волеизъявления людей, чтобы это не было, как в 2002 году победила одна политическая сила, набрала большинство одна политическая сила, а парламент, руководство парламента оказалось в руках других политических сил. Эти выборы это будет выход из политического кризиса? Будет ли здоровая коалиция? Очень сложно сказать, потому что сейчас мы уже видим, что уже сейчас партия регионов вместе с мажоритарщиками получает относительное большинство и фактически с тушками, с партией регионов вместе 190, по-моему. 188. Да, под 190 они получают. Ну да. А с учетом 43 тушек, 226, которые шли как самовыдвиженцы, да, то есть Но они могут набрать... не все же самовыдвиженцы Не идут все, но в регион. из 42, ну, я думаю, что как минимум половина это гарантированные. Даже 30 гарантированные, человек идут. да. Ну вот добавьте 190 плюс 30, это 220 уже. На 220. Поэтому коммунисты могут продать свою акцию очень дорого. А может быть им не понадобятся коммунисты, может быть надавят, додавят кого-то там. Мы не знаем, как, например, Сергей Владимирович Куницын себя будет вести с... Ой, Сергей Владимирович Куницын столько оппозиционных постов напостил в Фейсбуке, что, по-моему, его проклянет социальная сеть, если он поведет себя неправильно. Ну, тем не И менее... столько раз уже, кстати, Кличко упрекнули наличием именно Куницына. Вот никем так не упрекают, как наличием экс-премьера. Не, ну вот Крыма, Куницын что может быть, например... Сергею Владимировичу надо просто вести себя не согласен. тушкообразно, да, в этом. Согласен. В этом парламенте. Например, его бывший начальник милиции крымской, который вместе с Куницыным идет, как же его? Паламарчук? Паламарчук, да. То есть Да, тоже он не постил оппозиционные посты Да, в Фейсбуке. да. Мы не Вот, знаем. кстати, о коммунистах. Поэтому У меня еще всегда пару могут- вопросов. Коммунисты 13%, да?
очень долго все говорили, вот их избиратель вымирает, естественным путем они Причем там очень много новых лиц, реально. Во-первых, новых лиц, ну, и 13% мы понимаем, что либо это как Дункан Маклауд, да, никто никуда не вымирает, либо запрос на левую силу есть все-таки Я в думаю, обществе. что это не запрос. Что? Я думаю, что это реальная нынешняя ситуация, когда коммунистам просто позволили эти проценты набрать, создали для них тепличные такие условия. Можно позволить набрать, но после 3, 4, 5% вдруг опять вырасти к 13%. Это, я думаю, что когда-то на них давили, у них увидели в определенной мере власть, то есть на них начали делать ставку некоторые бизнесмены, и поэтому это им добавило, но мне кажется, это последний их будет такой всплеск, поскольку как они будут распоряжаться этими процентами. И чуть-чуть вот крымско-татарского эгоизма, если... у тебя Да, я как раз к этой теме же хотела приступить, наконец. По поводу закона, проекта о восстановлении прав депортированных. Насколько возможно будет принять подобный закон в нынешнем Я думаю, что возможно будет. Если парламент заработает, в следующем году Украина будет председательствовать в ОБСЕ. И, естественно, для нынешней власти, исполнительной власти, для президента очень важен определенный имидж. Если важно, чтобы было нормально сформировано руководство в парламенте, и чтобы там принимались несколько таких знаковых законов, которые повлияют на имидж Украины и власти. Это очень важно. И таким законом как раз может и стать тот закон, о котором говорят, продвигает Мустафа Джемилев. Из избирательной, вот вы, Володя, тоже подтверждаете, что, скорее всего, за позицию, за эти 13% в Крыму, которые получила Батькивщина, там большинство голосов крымско-татарских, скорее всего, да, но тем не менее по списку провели Денисову и Сенченко, и только Мустафу Джемилева. То есть тогда почему? В чем аванс того, что проведены 2 человека, которые не аккумулировали эти голоса, полученные в этом регионе? Здесь сложно спорить. Как можно говорить о формуле, да? То есть здесь не может быть простой механической формулы, да? То есть здесь сколько голосов даете, столько мест получаете. Нет, конечно нет. Здесь речь идет о том, насколько влиятельный, например, Андрей Сенченко в руководстве Батькивщины и его контакты с Яценюком. Влияние чем определяется? Тем количеством денег, вложенных в избирательную кампанию, там количеством очень многими вещами. Важно, конечно, очень важно, что Сенченко остался в команде, в Бюте. Он не ушел, хотя половина фракции, половина бизнеса разбежалась. Он потерял много бизнеса в Крыму. Я думаю, что это тоже повлияло. Это повлияло, его принципиальная позиция, то есть его приближенность к руководству. Заслужил, короче. С одной стороны, он заслужил, а с другой стороны, все-таки он влиятельный человек, он близок к руководству и к нынешнему руководству Бюта, и к Юлии Тимошенко. А Денисова в его команде, с одной стороны, а с другой стороны, она была членом правительства. Принципиальная позиция Юлии Тимошенко: все члены правительства должны быть депутатами. Защищены мандатами на всякий случай. Поэтому в этой ситуации абсолютно нормально. Я согласен, что значительная часть голосов крымско-татарских были отданы Батькивщине. Я не знаю, половина или большая часть. Сложно вычислить, но значительно. Наверное, можно по дельницам посчитать и примерно понять, что произошло. Можно это все высчитать и доказать, больше или меньше. На то, что Батькивщине нужно учитывать этот параметр, этот фактор, я думаю, что это и учитывать нужно и Сенченку самому. И последний вопрос, не касающийся выборов. Что с Радио Свобода? Переходите в интернет-вещание тоже, как в России, или здесь остаетесь? Интернет — это перспектива, то есть интернет — это все. Поэтому вся жизнь будет наша в интернете, средства массовой информации. Поэтому, конечно, переходим. Но, насколько я знаю, пока планов каких-то уходить из вещания эфирного нет. Я просто сейчас не готов ответить, есть ли у нас сейчас вещание на средних волнах в Украине или нет. Но то, что мы будем вещать и вещаем на FM, это однозначно. Но в интернет... Это я говорю, что это уже все. Поэтому с интернетом мы видим будущее. У нас очень конвергентная редакция. То есть в интернете у нас очень много видео, аудио, очень много фотографий, галерей, очень много текстов аналитических, больших, нерадийных. Есть радийные какие-то репортажи. Мы сейчас уходим в Твиттер, в Фейсбуке. У нас самый широкий спектр. То есть интернет
интернет «Радио Свобода» осваивает, украинская «Радио Свобода». Я думаю, что и все остальные редакции будут осваивать. И я вот вас тоже... Я знаю, что и ваш телеканал тоже использует активно интернет. Я думаю, что это будущее и радио, и телевидение. Так что... Ну что, до встречи в Фейсбуке только тогда. хотела сказать. Это был Владимир Притула, политолог и журналист. До следующей среды. Саунс. Всего хорошего.